День Абхазии масштабно отметили в Москве, на одном из самых популярных общественных площадок российской столицы, крупнейшем экспозиционном, музейном и рекреационном комплексе в мире ВДНХ, состоялся солнечный, жизнерадостный, яркий праздник. Красочное шоу и изысканная музыкальная программа мероприятия для многих стала сюрпризом. Лучшие артисты Абхазии вышли на сцену Зеленого театра, чтобы поделиться своим творчеством с москвичами и гостями столицы, поздравить их с Днем города. Знаменитый Зеленый театр на ВДНХ является одним из лучших концертных залов под открытым небом. Архитектурный комплекс выполнен по типу французского шато, за что в свое время его и прозвали советским Версалем. Некогда изысканное здание, окруженное густыми зарослями, рождало множество мистических легенд. Теперь же это одна из лучших концертных площадок Москвы. Однако с годами Зеленый театр был незаслуженно забыт и пришел в запустение. Вторую жизнь знаменитый зал обрел в 2014 году, когда запустили масштабный проект возрождения и модернизации ВДНХ. Тем же летом здесь возобновилась концертная деятельность, которая сразу принесла театру статус одного из лучших московских залов под открытым небом. Именно здесь 6 сентября праздновали День Республики Абхазия, который совпал с очень радостным и масштабным событием – Днем города Москвы. Это такой концерт-подарок москвичам от маленькой страны души. Не секрет, что здесь большая московская абхазская диаспора, много наших соотечественников, которые проживают в Москве, которые приезжают сюда учиться, которые здесь добиваются успеха в своей карьере. Многие из них это люди, которые активно помогают Абхазии, и это хорошо известный факт. Поэтому совершенно логично было собрать лучших абхазских артистов, привезти их в Москву и организовать вот такой концерт поздравления для москвичей, гостей столицы. Но есть и еще одна задача, которую мы преследовали. Естественно, мы хотим, чтобы наш образ жизни, абхазские традиции, богатая абхазская культура, современная история Абхазии с ее таким динамичным сегодняшним днем, чтобы это все стало достоянием известности для людей из других стран, для людей из России и для иностранцев, которых здесь даже на этом концерте достаточно большое количество присутствует. И в дальнейшем наша деятельность также будет посвящена продвижению Республики Абхазия на международной арене, на внешних рубежах, что я считаю крайне важно для нашего молодого государства. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил поздравительную телеграмму участникам, организаторам и гостям праздника, которую зачитал первый секретарь посольства Абхазии в России Пачук Чукбар. Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем День Республики Абхазия в Российской Федерации. Весьма символично, что этот праздник совпал с Днем города Москвы. Москва занимает особое место в сердце каждого из нас. Это город с богатым прошлым, ярким настоящим и многообещающим будущим. Москва – это миллионы энергичных и талантливых людей. Это многонациональный мегаполис, где бок о бок живут, получают образование и достигают успехов люди разных культур и национальностей. И для всех Москва становится родным домом, в том числе и для московской абхазской диаспоры. Абхазская диаспора в Москве всегда демонстрировала свою сопричастность к происходящему в родной Абхазии. Развитие сотрудничества с московской диаспорой должно быть важным направлением государственной политики Абхазии. Богатый человеческий, интеллектуальный и экономический потенциал наших соотечественников должен быть полноценно и широко задействован во благо нашего государства. Позвольте выразить благодарность правительству Москвы и руководству ВДНХ за неизменное содействие посольству и торгпредству Республики Абхазия в Российской Федерации, Международному культурному деловому центру Республики Абхазия, а также представителям московской абхазской диаспоры в реализации проектов, направленных на укрепление абхазо-российских отношений. В их числе нынешний концерт в Зеленом театре ВДНХ, в котором принимают участие мастера искусств из Абхазии и России. Поздравляю дорогих соотечественников с сегодняшним знаменательным событием, а всех москвичей с Днем города Москвы. Мира, добра и процветания братским народам Абхазии и России. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба. В первом отделении концерта академические певицы исполнили хиты мирового оперного искусства в сопровождении симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».
Услышав чарующие голоса Елены Анкваб, Альдоны Цкуа, Наны Черкези, Амры Барганджи, Алхаса Ферзба, Саида Габечи и Армена Хачатуряна, к сцене стали стягиваться прогуливающиеся по ВДНХ семьи и молодежной компании. Звучали арии из произведений Джузеппе Верди, Винченцо Беллини, Джакомо Пуччини, Римского-Корсакова. Под московским дождем абхазские оперные певцы исполнили гимн Москвы. Замечательный концерт. Классическая музыка всегда прекрасна. Я вижу очень много лиц не кавказской национальности в зале, потому что, конечно, певцы первоклассные просто. Мне очень понравилась, к сожалению, не помню фамилию певица, которая исполняла арию Джильды. Совершенно потрясающая, хрустальная совершенно женщина молодая. Не запомнила фамилию, вот жалко. Очень хочу ее где-нибудь еще услышать. Так что спасибо большое за удовольствие, за это счастье классической музыки. Вы знаете, очень здорово, когда на воздухе есть возможность послушать прекрасную музыку, плюс таких красивых, прекрасных исполнителей, оперные голоса и акустика. Люди попадают просто в состояние такого экстаза на самом деле. То есть они выходят, вот я замечаю, как они вошли сюда, и они выходят совершенно уже в другом состоянии души. Вот это самое важное, потому что вы буквально там за час, за два, за три полностью изменили картину мира для человека, пускай даже на один день. Вот, поэтому мероприятие прекрасное, и, соответственно, только можно пожелать всем, чтобы они развивались, и дальше как бы таких проектов было как можно больше. Концерт еще идет, конечно, шикарное впечатление. Сколько у нас талантливых людей, звезд, и начинающих, и вполне состоявшихся. Я думаю, что когда встречаешься вот с такой молодежью, которую видишь, да, появляется совершенно другое ощущение Абхазии и, безусловно, вера в перспективу и в будущее Абхазии. Вот такие впечатления. Во втором отделении артисты государственного ансамбля танца «Кавказ», которым руководит кавалер Ордена Дружбы Народов, народный артист Абхазии и Южной Осетии Кандид Тарба исполнили искрометные зажигательные абхазские танцы. Аплодировать стоя с криками «Браво!» многочисленным зрителям, а их в Зеленом театре на этом празднике было не меньше 3000 человек, не смог помешать даже сильный дождь. Республика Абхазия сделала подарок городу Москве, москвичам и гостям столицы. Сегодня на этой площадке, на площадке Зеленого театра, более 2000 москвичей и гостей столицы. Все слушают абхазскую музыку, абхазские танцы. На праздничное мероприятие известный ансамбль, который в этом году отмечает свой 20-летний юбилей, привез 10 номеров. Среди них девичий лирический танец «Горянок», посвященная родному краю хореографическая композиция «Кавказ», темпераментный танец «Горцы» и многое другое. Замечательно, потрясающе и очень энергетически. Все то, что связано с музыкой, с движением тела, это душа и сердце Абхазии. Очень шикарный концерт, безумная энергетика, очень светлые, позитивные люди работали над этим. В такую погоду, собственно, дали море солнца, море позитива. Мы приедем обязательно в Абхазию. Столько темперамента, столько красоты, прям эмоции, море переполняет нас всех. Спасибо большое ребятам. Темпераментные кавказские ритмы требуют от исполнительной полной самоотдачи, как эмоциональной, так и физической. А красивые костюмы дополняют танец оригинальностью и грациозностью.
Акыз ануха амш насабрах Москва ара акгулара зохана мшпак рапхен хархвашни наркна аш шазоqахцет ялкаана яшазгана сарау айни шапалакас укгулана уцар qaладзом азохана шазцула хнаачкун свегаз азгав свегаз спхана дара бас бахорла аджабар хиядрбалы яшазгана сиха хахайна хахукгулаз нас феркшула базо бзен харадрклайд амш маҷк яилахоит аха ажәлар иқәымҵӡакәа зегьы ирдыруазшәа рзонтикқәа кны аартны рплашьқәа рхарԥаны абас имцаӡакәа аконцерт иахәаԥшит аҵыхәтәанынӡа. Ари гәахәара дууп ҳара ҳзыҳәан Аԥснытәи амш Москва ВДНХ центр ақалақь агәҭа абриҩыза аконцертни зал ԥшӡаҿы ақәгылара даараӡа ҳаҳзын игәдуроуп, иқәгылоз аҿар рзыҳәангьы даара ргәы шьҭнахып ҳәа сгәы иаанагоит, ргәы шьҭнахуеит хымԥада. Абриҩызцәа амшқәа Москва акәым, еихеиҳау аҳәынҭқар дуқәа рҿы имҩаԥааго анцәа иҳәаада анцәа иҟаиҵа. Праздничный концерт организовал Международный культурно-деловой центр Абхазии при помощи руководства ВДНХ и поддержки торгового представительства Республики Абхазия в Российской Федерации. Информационный партнер – Абхазская телекоммуникационная компания. Эта идея не новая. В прошлом году мы уже давали концерт. Это был День Абхазии в Москве на ВДНХ при большом стечении людей, и публика очень хорошо принимала. Вот и сегодня, несмотря на погоду, люди пришли, праздник состоялся, и с Днем Абхазии. Подобное мероприятие проводится уже во второй раз, но в Зеленом театре впервые. Эта площадка была выбрана не случайно. Организаторы хотели, чтобы москвичи, празднуя День города, смогли прикоснуться к уникальной и древней абхазской культуре именно здесь. Зеленый театр всего лишь второй сезон существует в своем новом качестве. И вот сегодня мы его закрываем вместе с замечательными абхазскими артистами. Для нас это очень важно, ведь открывали сезон мы тоже с абхазами 9 мая, когда устраивали большое мероприятие здесь в честь Дня Великой Победы. Ну а сейчас, конечно же, надо сказать о том, что ВДНХ переживает свое 3-е рождение все целиком. И мы очень ждем, когда в полной мере, в полном качестве начнет работать павильон Абхазии. Уже сейчас идут многочисленные программы, это фотовыставки, различные концертные мероприятия. МКДЦ очень хорошо работает вместе с нами, и мы надеемся, что это сотрудничество будет только продолжаться. Совершенно уверена, что для развития всех отраслей туристической и экономической павильон Абхазии на ВДНХ сыграет очень и очень значительную роль. Ну а абхазов мы просто любим. Главный праздник Москва отмечала масштабно. Здесь на ВДНХ у всех отличное настроение. Дата не круглая, 868 лет, но торжества все равно пышные. На центральных улицах, в парках и скверах, на бульварах и пешеходных дорожках гуляли все. И размах праздника впечатлял. Празднование Дня города охватило в полном смысле слова весь мегаполис. Не только в каждом округе, но в каждом районе, во всех парках, а их в столице более сотни, были развернуты праздничные площадки. Развлечения по душе можно было найти недалеко от дома, а тем, кто хотел всего и сразу, направились в центр Москвы, на ВДНХ. Слова «люблю Москву» стали чуть ли не главным девизом праздника, а многие москвичи избрали этот день, чтобы признаться в любви к городу. Чтобы счастливы были люди, которые живут в Москве, жить было удобно, хорошо, и чтобы дружба была со всеми другими городами, странами и вообще. Чтобы еще столько же стояло и расцветало. Да? На один из праздников Дней города поехали мы гулять по набережной, и вот там были фейерверки, совершенно потрясающие, очень красивые
не знаю, там танцы, музыка, просто немерено огромное количество людей, все гуляли, и вот эта вот Москва мне представилась, привиделась, как маленькая девочка. Она так нежно склонила голову, и вот я ей сказала: с днем рождения. Вот у меня такая ассоциация с Москвой. Зеленый театр крупнейшего в мире комплекса ВДНХ завершил свой сезон празднованием Дня страны души. Яркий, трогательный, подготовленный на очень высоком профессиональном уровне концерт не оставил равнодушным ни одного зрителя. Нисфа Аршба, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.